Так, я буду уже начинать тогда. Добрый день, уважаемые коллеги, потому что все, кто занимается финансовой грамотностью, для меня коллеги. Я тоже немножко принимаю участие в таких мероприятиях. Очень рада, что у нас подключение идет с муниципальных тоже образований или, может быть, со школ, даже с наших городских. Замечательно просто. Сегодня мы поговорим о роли общества, о роли конкретно гражданина в бюджете, в бюджетном процессе. Такая немножко, наверное, сложная тема, да? Но я хотела бы поговорить сразу с точки зрения, как педагоги должны преподносить информацию нашим юным гражданам, школьникам, кто-то, может, студентам. Я всегда начинаю с самого начала. Мы будем, так скажем, обучаться через так скажем, призму обучения школьников, да? Потому что, может быть, кто-то не знает, что такое публично-правовое образование, кто-то не знает даже, может быть, элементарно, что такое бюджет. Поэтому мы проговорим самое элементарное, может быть, да? А далее, если всем будет интересно, дальнейшие какие-то более узкие вопросы, мы с вами, я надеюсь, еще раз встретимся, может быть, еще и не раз. Так вот, мы сегодня говорим о том, только единственное, мне придется как аватар стоять и сейчас возьму штучку. Как гражданин участвует у нас в бюджете? Ну, во-первых, он является получателем социальных гарантий, государственных муниципальных услуг в учреждениях, в первую очередь для нас, да, образование, здравоохранение, культуры, физической культуры, спорта, ЖКХ и многих-многих других. Что это означает? Тут немножко косячок небольшой, ну ладно. У каждого человека есть потребности. Я обычно, когда разговариваю с ребятами, говорю, поднимите руки, кто сегодня и пил, и кушал. Хихи, вроде как бы все. То есть это потребности, которые, в принципе, мы, каждый из вас, можем реализовать самостоятельно. Вместе с тем, есть такие потребности, которые может предоставить только кто-то, да, сторонняя организация. Например, тоже привожу такой пример, когда мы с вами выходим зимой на улицу, все бургой запорошено, огромные сугробы, мы же не берем лопаты с вами и не чистим дорогу до школы для того, чтобы потом на машине еще и проехать. Для этого есть специально обученные люди, специальная техника. Кто содержит этих людей? Они же не бесплатно работают, да? Они работают за деньги. Откуда берутся вот эти вот средства? Хотелось бы спросить, у вас у всех, надеюсь, есть свой бюджет, да? Личный? Есть. Иначе быть не может. Так вот, у общества, у государства, у региона, муниципального образования, у города, у поселения тоже есть свой бюджет. В принципе, вот эти вот потребности, да, они зафиксированы в Конституции. И в Конституции, в принципе, распределены главные роли между публично-правовыми образованиями. Кто это такие и с чем их едят, мы чуть-чуть попозже поговорим. Так. Каждый гражданин является налогоплательщиком. Это тоже уже с вами встречались коллеги с налоговой инспекцией и говорили о том, какие налоги уплачивают, что. Так вот, публично-правовые образования. У нас это Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Еще раз повторюсь, у каждого публично-правового образования есть свой бюджет. Так скажем, консолидация этих бюджетов является бюджетной системой Российской Федерации. А консолидированный бюджет на определенной территории является консолидированным бюджетом, ну, допустим, для Республики Коми. Это бюджет будет республики, фонда негосударственного, бюджеты получаются всех муниципальных образований, это городские округа, муниципальные районы и все поселения, которые в них входят. Кроме того, хотелось бы отметить, что полномочия между вот этими публично-правовыми образованиями, почему у них разные бюджеты? Почему они, допустим, город не обеспечивает финансами, не поддерживает денежно деятельность учреждений здравоохранения? А это факт, потому что
именно эти полномочия на содержание таких учреждений отнесено к полномочиям субъекта, то бишь республики. И вот эти все полномочия зафиксированы в трех, ну, кроме Конституции, в трех основных документах. У нас получается бюджетный кодекс, налоговый кодекс и этот кодекс по гражданский кодекс. Вот, это три основных документа. В принципе, у каждого государственного служащего, это, можно сказать, настольные книги. Так вот, что такое все-таки бюджет? Мы все понимаем, что у каждого бюджет складывается из чего? Откуда деньги поступают? Нет, у человека непосредственно. Зарплата. Доход от собственности, Так. трансферные платежи, то есть перераспределение средств из бюджета. Отлично. Если это студенты, стипендия, если это пенсионер, то пенсия, пособия какие-то, да? А расходы у нас? Расходы у нас на коммуналку, да, есть, на личные какие-то потребности, на налоги, опять же, мы оплачиваем. Что у кого еще там какие потребности, не дай бог, на медикаменты, да, еще какие-то. Вот, то же самое происходит у, получается, публичного правового образования, у бюджета государства, региона, муниципалитета. Доходы, значит, складываются налоги, сборы, штрафы граждан, и расходуются они на образование, там, здравоохранение, социалку, безопасность, т.д. и т.п. То есть, в принципе, бюджет – это план доходов и расходов, точно так же, как у каждого человека. И хотелось бы только отметить одно. Доходы, которые поступают в бюджеты, они не привязаны к конкретным статьям расходов, за исключением целевых каких-то поступлений. Обычно у нас трансферты идут, да? Ну, знакомое слово такое. Куда зачисляются налоги, которые платит гражданин? Вы, наверное, уже об этом говорили, но еще хочется раз отметить, да, что, в принципе, все налоги, это налог на доходы физических лиц, ну, 13%, да, заработной платы платит работодатель, транспортный налог, земельный налог на имущество физических лиц, все остается на той территории, на которой проживает гражданин. И, соответственно, идет на развитие той территории, на которой он проживает. Так, получается, НДФЛ, транспортный налог, практически, ну, НДФЛ 85% остается в бюджете субъекта, то есть в бюджете республики, а уже НДФЛ 15% земельный и налог на имущество физических лиц остается все в местном бюджете. В нашем случае, коллеги, это город Сыктывкар. Почему такое деление НДФЛ 85 и 15? Это зафиксировано налоговым кодексом. Распределение осуществляется на этапе поступления доходов. И все вот эти вот, так скажем, ставки, они распределены налоговым кодексом. Без объяснения. Ну, почему? Это годами, так скажем, сложившаяся тенденция. И вы знаете, наверное, слышите, когда говорят о том, что, значит, идет перераспределение между бюджетами различных уровней какого-то налога, что это влечет дополнительную нагрузку, допустим, на какой-то бюджет. Например, если у бюджета субъекта, не дай бог, допустим, законодательно возьмут и заберут там 5% хотя бы в бюджет Российской Федерации, мы понимаем, что на эти 5% Мы получим меньше. у нас будет меньше расходов. Нет, ну раз мы доходы, да, меньше получим, а мы говорим о том, что мы не можем израсходовать больше того, что мы получили. За исключением только тех источников, которые покрывают наш что? Дефицит. То есть когда у нас доходы, получается, меньше, чем расходы, этот случай называется дефицитом, и этот дефицит может покрываться, ну, некоторыми источниками. Это что? Ну, допустим, в семье, да? Что это? Кредит, ну, какие-то займы еще, да? Что это еще может быть? Тоже там. Продажа какого-то имущества. Верно, все верно. Ну, то есть, в любом случае, это какие-то, ну, в принципе, нет, тут немножко неправильно. Продажа имущества, это все-таки уже будет доход.
Это доход, это не источник покрытия дефицита. Все равно это доходная часть, нет, это доходная часть, да. Источник покрытия дефицита это все-таки больше кредитам, гарантиям, что-то вот такое вот. Ну вот если государство, да, государственные краткосрочные обязательства, то есть это выпуск и продажа ценных бумаг. Это же как раз источник покрытия дефицита. Да, ценные бумаги, да. Ценные бумаги, да. Да, это все верно. Намного разница же. Ну ладно. Нет, ценные бумаги действительно не относятся к источникам покрытия дохода. Так, с этим все, да? Понятно. Дальше, если продолжать тему. Хотела бы отметить, что у нас есть, да? Раз мы затронули тему, что такое бюджет. Бюджет кто формирует? Кем формируется бюджет? Финансовым органом. Финансовый орган, в нашем случае, допустим, если республиканский бюджет, то это формирует Министерство финансов. То есть наша основная задача сформировать бюджет и сопровождать исполнение. Каким образом формируется бюджет? У нас формирование бюджета относится по принципу скользящей трехлетки. Вот сегодня у нас, вчера был принят бюджет, да. У нас получается, допустим, вот мы, был предыдущий, да, у нас был на 2019 год и плановый период. Мы принимаем бюджет на 3 года, то есть 2020 год и 2021. Для чего вообще мы формируем бюджет не на 1 год, а на 3 года, как вы думаете? Ну, для того, чтобы вы могли заключить контракты на более долгосрочный промежуток времени, чтобы обеспечить реализацию каких-то крупных проектов. И чтобы мы могли зафиксировать какие-то суммы и понять, что вот мы такие-то расходы в этом периоде должны обязательно осуществить. То есть контракт – это обязательство. Наступает, вот сейчас мы формировали бюджет каким образом? То есть 2020 год, 2021, 2022. Мы брали за основу 1 июля 2019 года, то есть те расходы, которые были на этот период, делали срез, проводили индексацию, допустим, заработной платы, коммунальные расходы. На уровне платы? Да. На уровень возможностей, допустим, когда мы заработную плату повышаем, мы же повышаем не на уровень инфляции, мы повышаем все-таки в соответствии к части выполнения указов президента, да, мы все это рассматриваем. Я просто уточнила, вы на какой коэффициент увеличиваете? Да. Смотря что. Что-то на уровень инфляции, что-то на уровень, опять же, который обеспечит выполнение указов президента. Но в любом случае каждая статья бюджета, она рассматривается, что-то индексируется, что-то остается на том же уровне. Ну, например, какие-то разовые выплаты, например, грант, ну, как тот вопрос, который я говорила, гранты муниципальным образованием, который направляется лучшим муниципальным образованием, которые достигли наилучших результатов по повышению доходной базы. Такое большое название, да? Мы пока оставили на том же уровне, вот, исходя опять же из возможности бюджета. Так вот, проиндексировали все это дело, да? Рассмотрели, какие мы, допустим, объекты будем вводить, ну, то есть исходя из тех обязательств, которые у нас появляются, составили адресную инвестиционную проект адресной инвестиционной программы, в которую входят объекты строительства. Все это сложили, и вот у нас получается 2020 год. Расходная часть, да. В принципе, мы когда говорим о планировании бюджета, в принципе, в основном, конечно, оперируем расходной частью, потому что доходная, она нам понятна. Опять же, сложенная на основании нормативных документов, главных документов налогового кодекса, бюджетного кодекса, да, где определены опять же нормативы отчислений. Все это складывается и формируется бюджет на очередной период. То есть 2020 год у нас получается, то же самое проецируется
все эти расходы, которые были на 2021 год, также индексируются, и 2022 год он приравнивается к 2021. Таким образом у нас формируется бюджет, за исключением тех объектов, которые я говорила, которые являются длительного характера и предназначены для, допустим, реализации крупных каких-то масштабных проектов. Вот это такое понятие, как скользящая трехлетка, формирование бюджета. Формирует бюджет финансовый орган, принимает его законодательно, все правильно, то есть наши депутаты. Так, дальше движемся. Что еще, какие взаимодействия гражданина с бюджетом? Во-вторых, вернее уже теперь, да? Гражданин может принять участие в публичных слушаниях. Вот сейчас, когда мы подготавливали проект бюджета на 2020 год и плановый период, мы делали объявления, размещали на сайте Министерства финансов о том, что вот тогда-то в таком-то месте будет проводиться публичное слушание. Публичные слушания, на публичные слушания могут прийти все желающие, но самое главное, нужно зарегистрироваться, то есть представить свои данные, и только тогда можно прийти поприсутствовать, и не только поприсутствовать, но и представить свои предложения к проекту. То есть если вы видите, что есть какие-то нюансы, что хотелось бы поправить, вы предложения все эти представляете. Все предложения рассматриваются комиссией, и потом выносится решение в виде протокола. Этот протокол также размещается на сайте. А вот реально в публичных слушаниях просто население, не представители каких-то там органов власти, которые, как правило, свои предложения вносят, а вот просто рядовые граждане. В практике они приходят на публичные слушания. По-разному было. Ну, допустим, скажу, конечно, по опыту, больше являюсь проведением публичных слушаний в городе Сыктывкар, это департамент финансов города Сыктывкара проводили, приходили студенты, у нас тоже приходили, но почему-то к нам простые граждане меньше приходят. Но вот, я говорю, в город на слушание бюджета муниципального образования города Сыктывкар приходили студенты, ну, так вот, кто желает. Ну, обычно студенты, вот, сторонние. Опять же, студентов просто обязывают, да? То есть, как бы, это нет, мы приглашали, мы не обязывали. Мы приглашали, то есть, все равно, это же понятно. Если мы приглашаем, значит, преподаватель говорит, вы туда сходите, и вам там будут зачеты, и потом будут писать контрольные и так далее. У нас же самая большая проблема в том, что общество-то у нас не готово к тому, чтобы брать на себя ответственность за принятые. Проще же потом ругать, бюджет плохой, я с вами согласна. Я с вами задаю вопрос. То есть наша задача как учителей в первую очередь воспитать таких граждан активных, которые будут готовы принять участие в этом и все. Я с вами Поэтому согласна. я и задаю этот вопрос, потому что... Но, к сожалению, на сегодня активность именно в этом вопросе, да, когда мы говорим о взаимодействии граждан и, так скажем, с бюджетом, с бюджетной системой, да, почему-то низкая. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, потому что эта палка тоже в двух концах. Если человек придет, опять же, несведущий в данном вопросе и будет настаивать на своем мнении о том, что я хочу, чтобы у нас в городе Сыктывкар появилась, допустим, ну, я не знаю, аквапарк или цирк, но если это финансово не обосновано, если на это нам не хватит средств на выплату основных своих обязательств, то, в принципе, какое право мы имеем учитывать это мнение. В любом случае, конечно, мнение рассматривается каждое. Но опять же, почему мы сегодня с вами говорим, почему мы занимаемся финансовой грамотностью? Конечно, сегодня у нас акцент с вами больше в бюджетную грамотность, но это некий элемент, потому что все-таки без знания, допустим, каких-то основных элементов бюджетной грамотности сложно войти дальше в финансовую. Они очень тесно переплетаются, поэтому мы на территории республики не разделяем эти понятия, хотя на федерации там есть бюджетная грамотность, финансовая, налоговая, культура и много-много еще каких-то направлений. Сегодня мы говорим у себя о том, что чтобы никого не мучить, не ломать никому голову, особенно нашим любимым ученикам, да, мы говорим о том, что у нас финансовая грамотность. Но в рамках, опять же, того же, что вы делаете большую работу, вы воспитываете активных, инициативных граждан, чтобы они дальше
так скажем, приумножали, пусть это высокопарные, да, слова, но в любом случае это так, чтобы они наше благосостояние нашей страны только приумножали, да. Вот, поэтому, да, проблемы есть, тут я не спорю, но опять же говорю, и с одной стороны может быть и хорошо, с другой стороны может быть и плохо, что вот у нас не присутствуют граждане на публичных слушаниях. Но вместе с тем, в любом случае, эта возможность есть. Кроме проекта бюджета, еще у нас есть публичное слушание по исполнению бюджета за отчетный год. Точно так же, аналогично, мы объявление даем, что вот тогда, ну обычно это где-то июнь, обычно, да, в любом случае в СМИ тоже дается информация, что будет проводиться публичные слушания. Обычно это в газете «Республика» дается, нашей местной, да. Кроме того, при каждом органе власти есть общественный совет. Воспитав активных граждан, если мы говорим о том, что они будут финансово грамотны, они могут войти в общественный совет, а тут говорится не только даже Министерство финансов, вообще все органы власти, и грамотно принимать решения, корректировать те, значит, действия, которые осуществляют органы власти, да, с точки зрения общественности. То есть вот это еще один элемент участия граждан, получается, в бюджетном процессе. Тут все, да? Или есть вопросы? Угу. О том, где у нас публикуется информация в публичных слушаниях. Публичные слушания у нас размещены на нашем сайте. К сожалению, хочу отметить, ну, к счастью, наверное, все-таки, но, к сожалению, не на сегодня. У нас сайт меняет свой облик, меняет свою адресную строку. В связи с тем, что я думаю, что мы с вами еще раз встретимся, я потом покажу, где размещаются уже соответствующие вкладки, да, и по публичным слушаниям, по бюджету для граждан мы далее будем с вами говорить. Но на сегодня вы можете открыть, значит, на страницу Министерства финансов по вкладочке «Республиканский бюджет», вот там видите, да, потом бюджет республики и вот публичные слушания, красненьким ввела. И будет вот это информационное сообщение, которое как раз и говорилось, что тогда-то, тогда-то, 24 октября, во столько-то часов будет проводиться. И порядок проведения публичных слушаний тоже есть. Где, значит, позвонить, там тоже ниже есть все. Опять же, возвращаясь к тому, чтобы грамотно принимать решения, опять же, участвовать в тех же публичных слушаниях или в других каких-то вопросах, нужно понимать, что такое бюджет, из чего он состоит. Я вам честно скажу, даже сотрудники Министерства финансов, вот даже лично мне очень сложно разбираться в такой кипе документов, даже не в документах, а в самом вот этом электронном образе, да, сейчас же у нас все электронно, во всех вот этих строчках, доходы, расходы, ну понятно, что я не говорю, что вообще не разбираюсь, но это сложно. Сложно понять, что имелось в виду, а сложно для граждан вдвойне. Поэтому президентом было, значит, определено, что каждое публичное правовое образование на вот такие сложные документы, как бюджет, должны формировать документ, доступный и понятный для граждан. И называется он «Брошюра «Бюджет для граждан». Целое у нас направление такое теперь открылось, да, мы давно уже этим вопросом занимаемся. У нас, опять же, на вкладочке Министерства финансов есть блог «Бюджет для граждан», прямо на главной странице есть, где вы можете найти брошюрки. Вот видите, вы спрашивали, брошюра по бюджету на 2020 год и плановый период. Коротенькая брошюрка там есть. Вот она размещена вот такого формата. Вот 17 октября она уже там была. Вы про конкурс спросили? Да. Вы про конкурс. Да, про конкурс я тоже расскажу. Так, получается, очень удобно эту информацию использовать для школьников. Не все, конечно. Почему не все? Потому что там структурированная информация. Она используется не только для школьников, да, чтобы там какие-то схемки, графики, но она еще используется и научным сообществом. Поэтому вот эти вот схемы, они используют для проведения каких-то анализов.
Почему вообще мы говорим об открытости бюджетных данных? Почему у нас вот так все прозрачно и открыто? У нас в статье Бюджетного кодекса Российской Федерации номер 36 прям записан принцип прозрачности и открытости. Вообще принципов бюджетной системы 13, и вот один из главных принципов, что мы должны быть открыты людям, опять же, с той же целью, для того, чтобы принимать взвешенные и правильные решения. Нужно понимать, о чем мы будем с вами говорить, да? Но это вот описано, что именно подразумевает собой открытость, прозрачность. Я думаю, что вы потом почитаете. Если будут вопросы, конечно, я могу прокомментировать. Хотелось бы отметить, что еще значит, в карте открытия данных, это, по-моему, 13-й год, если не изменяет память, когда значит, была встреча G8, были определены вот эти вот принципы открытости бюджетных данных. Почему вообще тоже говорят на международном уровне об открытости бюджетных данных? Потому что вообще наблюдается тенденция, опять же, мы с вами говорим, отделение, так скажем, действий государства от мнений общества. То есть не учитывается, якобы идет разделение вот этих вот структур, так скажем, да, чтобы нивелировать вот эту вот разницу между государством, так скажем, и народом, предлагаются различные механизмы. Вот, открытость бюджетных данных – это один из них. Что еще будет, что еще предлагается, мы дальше с вами тоже проговорим. Так, я обратно, что ли, должна? Угу. Так, где вы можете найти информацию, которую вы можете использовать в своей работе. Информацию, касающуюся финансов. Опять же, по поручению президента создан единый портал бюджетной системы Российской Федерации. Есть система закупок, тоже все знаете, да, и официальный сайт для размещения информации о государственных муниципальных учреждениях. Тут найдете подробную информацию, ссылочки есть, да, вы найдете подробную информацию о каждом учреждении, вплоть даже о своем, отчет о деятельности учреждения, все данные. Госзадания, то есть все, что необходимо, по идее, должно быть все в актуальном состоянии, потому что законодательно тоже установлена эта норма, чтобы все документы на сайте БАСГОВ были актуальны. Что касается электронного бюджета, вот этого портала, я хочу сказать, что он сейчас насыщается информацией не только федерального уровня. Сегодня есть приказ Минфина России о размещении на этом портале всей информации, которая касается бюджета регионального уровня. И с 1 января этого года начали размещать на этом портале информацию о муниципальном образовании. То есть, если вы хотите найти какую-то информацию для сравнения, да, что-то интересное, вот всякие индексы открытости, развитие электронного правительства, рейтинг благоприятности деловой среды, ну то есть много-много тут всего интересного, можете найти на этом портале. Кроме того, вы видите вкладочку «Регионы». На этой вкладочке, если вы выберете Республику Коми, вот вы увидите, ну я формировала на 19 ноября, соответственно, ну чуть попозже делала этот слайд. Ну, смысл в том, что на 19 ноября вот в актуальной, получается, актуальная информация о бюджете. Да, сколько у нас расходов, сколько доходов, как у нас с дефицитом, профицитом. То есть вы тоже можете отслеживать и на своих уроках применять, ребятам показывать и рассказывать. Что еще, какой элемент открытости и прозрачности бюджетных данных для того, чтобы понимать, что такое бюджет, что у нас в бюджете находится, да, это такой документ, как государственная программа. Это стратегический документ, он объединяет все расходы, все цели, задачи в одной сфере, в один документ. Поэтому вы, наверное, может быть, сталкивался кто-то с вами, кто-то из вас, а может быть, нет, но, поверьте, ну, довольно-таки интересная была работа, когда мы переходили на программную структуру бюджета. Раньше были вот просто строчки на то-то, то-то, то-то,
И просто тратились деньги. Вот такой-то объект построить, столько-то зарплаты тому-то выдать, еще что-то. Не было комплекса по сфере. Сейчас в каждой программе, если это развитие образования, у нас государственная программа, вы можете найти цели, задачи, вы можете найти показатели, то есть к чему, к каким значениям мы должны прийти, к каким результатам мы должны прийти в соответствующем году. То есть, допустим, я утрирую, я сейчас не помню, какие показатели в государственной программе по развитию образования, но, например, к 2025 году полностью уйти от второй смены в школах. Что для этого делается? Там строятся дополнительные школы, еще что-то. То есть это вот этот документ, в котором вы можете найти много интересной информации. Все государственные программы размещаются в соответствующей сфере деятельности на сайтах министерств, которые являются ответственными исполнителями. То есть непосредственно, если мы говорим про программу развития образования, то на сайте Минобраза. В любом случае вы в сети «Консультант Плюс» вы можете найти эту программу, потому что она в открытом доступе. Даже если вы не найдете на сайте Минобраза, вы можете найти ее на сайте Министерства экономики. Кроме того, мы говорим сегодня о том, что у нас определены национальные проекты. Тоже все, наверное, слышали. Для реализации национальных проектов на нашей территории, сложно, да, много, наверное, такой информации. На нашей территории, да, у нас сформированы региональные проекты. Что такое вот госпрограмма, да, региональные проекты, вроде бы об одном и том же, а почему документы разные? Региональный проект – это проект развития. Он имеет начало, имеет конец, имеет контрольные точки, то есть имеет свой срок реализации, имеет конкретный результат. И вот региональный проект, он является структурой государственной программы. Государственная программа все объединяет в определенной сфере, а региональный проект – это конкретная задача. И мы говорим, что региональные проекты, практически все, за исключением некоторых, да, региональные проекты, они отвечают на, так скажем, задачи, которые поставлены федерацией перед регионом по реализации вот этих нас проектов. И, в принципе, в муниципальных образованиях, у нас тоже муниципальная программа, появляются строчки, которые направлены на реализацию этих проектов. А вообще говоря о том, что все ли наши расходы республиканского бюджета в данном случае представляются в программной структуре, то есть все ли прозрачны. Вот посмотрите, то есть 20-й, 20-21-22 год как бы планируется сохранение того уровня, то есть практически 93%, но это плановое значение, а по факту у нас, видите, 94 и свыше процентов расходов находится в государственных программах. То есть бюджет у нас очень прозрачный. Не попадают сюда расходы, сразу могу ответить, да, расходы на содержание контрольно-счетной палаты, избиркома, ну и таких органов, которым какие-то конкретные результаты не установишь. Они должны обеспечить свою функциональную деятельность. Так, теперь ближе к вам все-таки, да? Каждый гражданин может принять участие в опросах и конкурсах по бюджетной тематике, в отборе проектов народного бюджета, в контроле за исполнением народных проектов. Ну, опросы, я думаю, для всех понятны. У нас существует и наш сайт Министерства финансов, правда, мы сейчас уже как бы редко выкладываем некие какие-то опросы, но я думаю, что мы снова к этому придем. Опросы для граждан, чтобы узнать мнение и учесть мнение граждан в дальнейшей своей работе. Последние у нас были опросы, допустим, какая информация больше интересует в бюджете для граждан в этой брошюре, чтобы мы могли ее подкорректировать, чтобы она была более понятна. Опросы проводят все муниципалитеты у нас, в принципе, у каждого на сайте есть такие опросы. И кроме того, все вы, наверное, тоже уже знаете, я надеюсь на это, у нас создан региональный центр по повышению финансовой грамотности. На его портале, на его сайте сначала, да, ВКонтакте, тоже выкладываются опросы. И также опросы предполагается выкладывать на портале «Будьте здоровы»,
по повышению финансовой грамотности, который у нас тоже в этом году открыли. Так вот, возвращаясь к конкурсам по бюджетной тематике. У нас проводится несколько конкурсов. Первый конкурс по представлению бюджета для граждан. Конкурс имеет два уровня – федеральный и региональный этап. Обычно это проходит в сроки, которые устанавливает нам Федерация. Сроки эти короткие. То есть вот нам сегодня пришло объявление, что начинается конкурс. Мы должны под те сроки, которые установлены Федерацией, подтянуть свои и провести первый вот этот этап. Поэтому, значит, еще раз сделаю акцент, что на портале по повышению финансовой грамотности, на вкладочке ВКонтакте Центра по повышению финансовой грамотности, у нас на сайте Минфина, Минобраза, по идее, тоже должно быть, да, объявление о том, что этот конкурс начат, и выложено положение, и, значит, сроки его проведения и завершения, и подведения итогов в том числе. Вот. Но обычно это где-то март, апрель, это вот уже, апрель, наверное, это уже завершающий даже этап. Поэтому, если интересно, а я думаю, что это очень интересно, потому что те знания, которые, в принципе, даже сегодня вы получите, да, вы можете реализовать в проектах, которые можно сделать с детьми, и принять участие в конкурсах. А конкурсы у нас все с призами, то есть победители получают денежные призы. То есть не какие-то там книжечки, да, а конкретно деньги перечисляются на счет победителя. Поверьте, не во всех регионах есть денежные призы. Я вам даже больше скажу, те, которые участвовали в федеральном уровне, да, и прошли, и стали победителями, они получают грамоты. У нас, я говорю, еще раз повторюсь, у нас денежные призы. Это очень хороший стимул для наших школьников, да, по участию и получению, допустим, какого-то своего вознаграждения, так скажем. Это зарабатывание средств, свои личные финансы. Так вот, конкурс по бюджету для граждан, он, хочу отметить, он осуществляется среди юридических лиц и физических лиц. То есть нужно там смотреть, кто каждый раз у нас варьируется тематика, все опять же зависит от федерации, и уровень участников. То есть там, конечно, старшеклассники больше. Но для младших школьников у нас очень хороший конкурс «Секреты денежки». Просто замечательный. С каждым годом он у нас как бы дополняется различными направлениями. Больше всего уже такими более креативными, более практическими. Если вы обратили внимание, если вы смотрели на положение этого конкурса, мы делаем акцент, конечно, на том, чтобы потом вот эти проекты ребят можно использовать где-то. Конечно, это рисунки, поделки. Кстати, у меня вот это сейчас будет висеть в отделе, вот это вот первое деревце. Потому что вот эти вот все все эти работы ребят были представлены на аукционе семейного фестиваля, посвященного финансовой грамотности, и можно было выкупить. Вот лично я выкупила вот эту картину. Еще у нас были тоже федеральные эксперты, которые тоже приобрели работы наших ребят. Так вот, конечно, нас больше интересует что-то такое, типа ролики, короткометражные, какие-то, может быть, программки интересные, которые потом в дальнейшем вы же, педагоги, могли бы использовать в своей работе. На сегодня у нас, вот я честно не проверила, но на портале должны быть выложены работы победителей. Если на портале нет, то есть точно ВКонтакте на странице вот регионального центра вот эти ролики победителей. Вы можете их брать и использовать в работе с ребятами. Потому что, поверьте мне, я лично то же самое делала. И когда я ребятам показываю те ролики, которые изготовлены ребятами того же возраста, например, они, во-первых, относятся к этому по-другому, начинают обсуждать, рассуждать, почему, я говорю, как вы думаете, почему он так поступил, почему, значит, участник конкурса выбрал эту тематику,
Что он хотел сказать этим? Ну, это, конечно, здорово. И сразу они вовлекаются в дискуссию, и получается очень даже полезно и интересно. Говорю, это практическая сторона. Вот, пожалуйста, так что вот эти два конкурса. Кроме того, тоже, я знаю, участвовали в конкурсе методических разработок. Я была одним из членов жюри, поверьте мне, это такая замечательная работа. Я в плане того, что подготовка этих материалов – это возможность не только структурировать свои знания в области финансов, даже для себя, может быть, где-то лично, проявить свои творческие способности и за это тоже получить вознаграждение. Помню, в прошлом году у нас были методические разработки, также вот конкурс, и одна работа была урок на английском языке, рассказывались о банковской карте. То есть тут сразу преследовалось две цели. И о том, как правильно, безопасно пользоваться банковской картой, и в то же время обучение английскому языку. Ребята быстрее научатся и английскому языку, и запомнят, как правильно пользоваться банковской картой. Я считаю, что это вот важно, это здорово, это интересно. Но хотелось бы отметить, все-таки, хорошо, вы молодцы, это супер, что вы сами разрабатываете, да, вот эти методы, рекомендации, вы сами что-то привносите в свою работу и деятельность. Но обращаю ваше внимание, что есть волшебный сайт, который называется «Ваши финансы». Да? Я еще раз покажу для тех, кто не знает, не видит. Вот, «Ваши финансы». Здесь можно найти, вот она библиотека, да, вот желтенькая книжечка такая, здесь вот если открыть, то вы можете найти все материалы, которые вам необходимы. Вы можете найти, где можно, вот новый МК, видите, вы их можете скачать и использовать в работе. Хочу отметить, что в ближайшее время, наверное, Ирина Валерьевна тоже вам Зимина говорила, что в ближайшее время ГОСы по финансовой грамотности будут утверждены. Я не знаю, я не педагог, может, что-то неправильно говорю, но смысл был тот, что скоро это официально можно использовать в учебной деятельности. Это 100%. Кроме того, с января 2020 года будет осуществляться Минпросом мониторинг по проведению мероприятий финансовой грамотности на территориях региона. Поэтому я думаю, что... Ну, я думаю, что это есть в качестве запроса от просто Министерства образования регионального уровня. А сейчас это будет централизовано. К сожалению, на сегодня у нас имеется учебные пособия, наверное, я не помню, как они правильно называются, только от Банка России, которые предоставляют. То есть у нас два проекта, еще раз вам напомню. Один проект, который чисто Банк России реализует, там все-таки больше инвестиций, предпринимательства, да. И второй проект, это проект Министерства финансов совместно с Банком России, Министерством образования, но здесь, вот, как видите, да, учебно-методические комплекты, они направлены тут вот 4 класса, 5, 6, 10, я так понимаю, даже для дошкольников у них есть, или разрабатывается только, ну то есть много-много тут интересного есть. Кроме того, так, это не те сюжеты, хотела показать. В общем, я вам предлагаю порыться да, на этом сайте, но кроме того, я сама попрошу федеральные органы, экспертов федеральных, чтобы они нам предоставили такую возможность, потому что я была на конференции в Москве по финансовой грамотности, ну, буквально, почему и перенесли занятия, да, и там презентовали, что есть даже фильмы, которые будут интересны всем, и детям, и взрослым по финансовой грамотности. Поэтому, как я только получу, я передам эту информацию, эти ссылки Зиминой Ирине Валерьевне, она вам тоже в рассылочку кинет, чтобы это тоже нужно было использовать. Мультики тоже вы знаете, да, где найти?
То есть тут очень много различной информации, и тоже, значит, параллельно сразу покажу. Наш портал финансовой грамотности в Республике Коми. Значит, обязательно нужно работать с менюшечкой, да, здесь вы увидите вот конкурсы. Тут у нас еще конкурс «День рубля», но, к сожалению, как-то у нас организационно с федералами очень сложно складываться этот конкурс, поэтому я думаю, что на следующий год, если ничего не изменится, мы от него откажемся. В этом году мы работаем, а на следующий год, наверное, мы от него откажемся. Неудачно у нас немножко была попытка провести творческий конкурс от пространства, но я думаю, что мы переработаем его, но в любом случае, вот секреты денежки, конкурс по представлению бюджета для граждан, вот эти вкладки, где вы можете найти актуальную информацию об этом. Школа финансовой грамотности, то, что говорила, опросы, игротека, и тут для всех категорий граждан. Библиотека тут тоже очень интересна, причем тут собрана не только проверенная информация, так, сколько времени? Потому что сегодня, к сожалению, очень много финансовых консультантов, которые пытаются нажиться на граждан. Они предлагают свои финансовые услуги, а потом затягивают их в пирамиды. В этом году был такой случай, что даже официально и в Министерство образования, и в Министерство финансов был представлен запрос от организации московской о том, что давайте с вами в рамках стратегии по повышению финансовой грамотности будем реализовывать проект, там, связанный с благотворительностью вроде как бы, да, который касается финансовой грамотности. В конечном итоге, когда мы это изучили, мы поняли, что есть элементы финансовой пирамиды, передали в Нацбанк, и нам потом пришло подтверждение, что действительно это финансовая пирамида. Поэтому, дорогие педагоги, будьте аккуратны, используя информацию с ресурсов интернет-пространства. Предлагаю все-таки пользоваться проверенными сайтами. Это ваши финансы. Есть еще ссылочка тоже где-то здесь должна быть на этом сайте, на сайт Банка России, сайт Ассоциации финансовой грамотности. То есть вот это вот все, что есть на этом портале, оно все проверено. Все ссылки, которые есть на этом портале, они проверены, и вы можете безопасно ими пользоваться. Все остальное, честно говоря, даже боюсь говорить, что там может быть. Кроме того, у нас на этом сайте, хотела бы обратить внимание, вот тут тоже видите отдельно блок конкурса викторины Олимпиады, для педагогов тоже отдельно есть страничка, да, кто еще не видел. Кроме того, есть календарь мероприятий. Если вы хотите, чтобы у вас присутствовали какие-то эксперты, вы хотите запланировать такое мероприятие, вы можете отправить информацию об этом мероприятии в региональный центр по повышению финансовой грамотности. Его сюда занесут, и таким образом все эксперты или те желающие, для которых вы хотите провести это мероприятие, могут зарегистрироваться. То есть вот у нас портал имеет такую возможность. Кроме того, все будут видеть, что вот у вас такое интересное движение происходит. Но это вот тоже была возможность еще зарегистрироваться на мероприятия, которые проводились в рамках форума и в рамках финансовой семейного фестиваля. Ну и тут всякие новости и партнеры. Да? Так что вот, пожалуйста, рекомендую все-таки пользоваться проверенными данными. Так, ага. Но все равно мы тоже. То есть, ладно, сейчас быстренько переключим. Так, мы закончили красотой. И хотелось бы вот уложиться мне, да, время и рассказать такое интересное направление, важное направление, которое, наверное, подводит итог под всей вот этой деятельности, взаимодействия гражданина и, значит, общества, так скажем, непосредственно с таким большим и страшным названием, как бюджет, бюджетная система. Да, что такое партиципаторное бюджетирование? Вообще слышали когда-то такое понятие? Нет. А инициативное? Тоже не приходилось.
А я думаю, что словосочетание народный бюджет, я думаю, точно слышали. Мы даже участвуем. Отлично, отлично. Вы как школа участвуете. Замечательно. Ну, давайте тогда еще раз проговорим, что это такое, и представим возможность участвовать и другим, да, тоже школа непосредственно. Все-таки инициативное бюджетирование – это участие в отборе проектов, которые направлены на решение вопросов местного значения. То есть о чем вообще идет речь? Например, если мы берем город Сыктывкар, то есть какая-то проблема. Допустим, ну, не горят лампочки на какой-то улице, темный переулок. Мы понимаем, мы как родители понимаем, что дети у нас ходят в школу вечером, очень печально, не дай бог что-то случится, мы хотим, чтобы этот переулок был освещенный. Что мы делаем? Мы собираем инициативную группу, так скажем, тех мамочек и папочек, чьи дети там ходят, да, оформляем документы, обращаемся куда, раз местный орган, в администрацию города Сыктывкар, если это поселение сельское, это конкретно сельское поселение, и уже исходя из конкурсного там отбора, оформления документов, идет выбор тех проектов, в том числе и рассматривается ваш проект, на возможность его реализации при содействии органов местного самоуправления и при содействии региональных средств в том числе. Но федеральные у нас тоже кое-где присутствуют, но это пока отдельные моменты. Что касается, каким образом вообще происходит отбор? Отбор происходит при личном участии граждан. Обязательно берется подпись гражданина, что он голосует за конкретный проект на своей территории. И тем самым гражданин вовлекается в этот процесс принятия решений и процесс, получается, использования бюджетных денег на конкретной территории, конкретных средств. То есть, если бюджета города Сыктывкар, столько-то денег будет израсходовано вот конкретно на то. Причем конкретно мою нужду. То есть мне необходимо, чтобы вот здесь вот решилось. Да, но для того, чтобы успешно прошел конкурсный отбор ваш проект, вы должны сделать что? Вы должны открыть, пока, к сожалению, таким образом у нас все работает, да? Открыть нормативно-правовой акт, который... вот он у меня отражен, да? Нормативно-правовой акт. Постановление правительства о мерах по реализации, номер 252. Его открыть, проанализировать, потому что там есть форма заявки, там есть условия конкурсного отбора. И чем больше благополучателей, тем больше вариантов того, что ваш проект победил. Чем больше вы вложитесь, кроме того, кроме участия и отбора, да, кроме инициативы, вы можете участвовать деньгами. Деньгами это не говорится, что вы миллионы должны вложить в этот проект. Можно по 100 рублей вложиться. Но условия таковы. Чем больше вкладывают граждане в этот проект средств, тем больше вероятности, что этот проект опять же станет победителем. Все верно. Софинансирование – то волшебное слово. У других субъектов, просто я видела, у них уже изначально на сайтах, там, где они куда не отправляют свои предложения по проекту, у них разработаны сразу же электронные формы. То есть там люди не открывают вот эти вот постановления, не читают, у них готовая форма. То есть они открыли, там форма заявления. Они только вбили нужную информацию. Следующая страница у них идет, и как дополнительные приложения идут, там презентация, если у них есть текстовые документы и так далее. Но краткое содержание и заявление, это все в электронной форме. Во-первых, это удобно тем, кто потом голосует за этот бюджет. Во-вторых, я с вами соглашусь, мы тоже опытом обмениваемся, но, к сожалению, вот такие вот порталы стоят соответствующих средств. И не маленьких, к сожалению. Да. Ну, у вас все равно есть ваш официальный портал, у вас есть человек, который этим занимается, кто ведет его. Смотрите, непосредственно вот это направление деятельности курирует администрация главы. То есть Министерство финансов тут просто, так скажем, содействует в реализации финансовой стороны, да, и вот ведет
так скажем, просветительскую работу, мы заинтересованы в этом. Потому что когда, получается, непосредственно граждане обращаются, то есть непосредственно проект реализуется, деньги расходуются бюджета на конкретную цель, что деньги, получается, высокоэффективно израсходованы. Потому что они непонятно для кого, они для конкретных благополучателей. Поэтому мы заинтересованы, мы всегда работаем на эффективность расходов. У нас даже есть в бюджетном кодексе такое понятие неэффективные расходы, за них наказывают. Да, к сожалению, пока мы сегодня себе такого не можем позволить, но мы работаем в этом направлении. Мы сегодня расширяем деятельность, у нас есть такой проектный центр по инициативному бюджетированию, он тоже находится на базе Академии государственной службы, как и наш центр по финансовой грамотности. У нас там есть идеи в отношении этих двух центров, но это посмотрим. Вот. Но я к тому, что мы видим перспективы. Мы пытаемся лучший опыт регионов использовать у себя. Но поверьте мне, несмотря на то, что у нас вот эта вот составляющая еще не отработана, да, у нас много замечательных наработок, и в лучшую практику в прошлом году Республика Коми вошла как одна из лучших. У нас есть доходогенерирующие проекты, то есть те, которые не просто создают рабочие места, но еще и приносят прибыль, доход в бюджет. Это вообще здорово, регионы просто в восторге от этого и всегда пытаются перенять у нас опыт. Поэтому у кого-то что-то одно удается, у кого-то другое. В любом случае выигрыши здесь кто? Гражданин. Потому что мы решаем проблемы непосредственно граждан таким образом. А почему мы говорим, что расходы эффективны? Они не только адресные, но я всегда вот тоже студентам рассказываю такой пример. Допустим, там, Вася, у тебя вот, допустим, бабушка с тобой вместе живет, вы живете на 5-м этаже, бабушке сложно, значит, туда-сюда, конечно, ходить, поэтому, когда она выходит, хочет посидеть на лавочке. Лавочки нет возле дома. Что ты делаешь? Ты пошел там в ТСЖ, попросил, чтобы лавочку для твоей любимой бабушки, значит, сделали, да, оформили. А они говорят, знаешь, у нас есть деньги только на приобретение стройматериалов. Все остальное вкопать и все покрасить сделаешь сам? Да, сделай. Вот, Вася все это, значит, ТСЖ принесли, Вася вкопал, покрасил, все замечательно. Утром выходят, а лавочки нет, или сломано, да? Вася что делает? Он найдет обязательно тех товарищей, которые лавочку эту сломали. А почему? Потому что он сам покрасил, он сам поставил. А если бы эту лавочку сделал ТСЖ, он пришел бы, они поставили, все, потом приходит, нет, что он сделал? Он снова пойдет в ТСЖ. И снова просить. И это не его участие. Поэтому мы говорим, когда человек заинтересован, когда при установке строительной площадки, которые тоже в рамках этих проектов делают, участие принимают жители конкретного поселения, помогают установить, помогают покрасить эту площадку. Они потом ходят и смотрят, чтобы на этой площадке не сидели алкаши, чтобы, не дай бог, никто не сломал эту площадку. Соответственно, действие этого объекта будет более долгосрочным, более качественным, потому что чтобы на этой площадке наши дети играли, она должна быть безопасной. Тоже проследят граждане. То есть это еще и общественный контроль за реализацией вот этих вот объектов и эффективность средств. Это вот как раз экономические и социальные эффекты, то, что я как бы начала говорить, да, и вовлечение граждан в бюджетный процесс. Это и повышение уровня доверия к власти. В принципе, когда власть предлагает самим гражданам решать этот вопрос. И мы сегодня говорим о том, что у нас на территории республики реализуются 2 пилотных проекта. Это народный бюджет в школе, да, у нас участок Сыктывкар, Княжпогорск, Печора-Прилуцкий, Усть-Илимский район, и Ижинский, Княжпогорский, Троицко-Печорский участвуют в другом проекте «Бюджет и мы». А там вообще, там не то, что в орган местного самоуправления идут, и там они отбирают эти проекты, а создается комиссия среди граждан. То есть жеребьевкой выбираются граждане, и граждане сами отбирают проекты, сами их, так скажем, оформляют, сами подают заявку. Для этого, понятно, их обучают, тут проводится ряд мероприятий.
но там непосредственно граждане занимаются этим вопросом. И это приближает еще, получается, гражданина к решению вот этих финансовых вопросов бюджета. Про народный бюджет в школе понятно, да, что все нюансы, опять же, вы можете посмотреть в 252 постановлении, как это проводится, что. И в любом случае вы можете за помощью обратиться в проектный центр по повышению финансовой грамотности. Если будут трудности с поиском контактов, я в любом случае могу это все обеспечить. Но, как видите, так как мы заинтересованы в финансировании, да, этого проекта, расширяем, так скажем, направление, в то же время увеличиваем объемы на реализацию этих проектов, и вместе с тем еще увеличивается цена самого проекта в каждом году. Ну, это вот, допустим, как пример, да, то, что было, вот, строительная площадка, и что стало. Жители сами устанавливали. Во-первых, намного дешевле получается, чем и быстрее намного, чем заказывать это у строительной компании. Но, честно говоря, там тоже еще разные вопросы, нюансы возникают. Где почитать, посмотреть в народном бюджете, где посмотреть итоги, допустим, каких-то проектов. У нас есть сайт «Сигнал», да, вы такой видели, «Активный регион» еще он называется. И там есть вкладка «Народный бюджет» с такой символикой, а вообще и ВКонтакте есть группа «Народный бюджет». И там тоже вы все можете найти. Ну и как завершение, наверное, хотелось бы отметить, что, может быть, есть у нас какие-то недостатки в нашей работе, да? В любом случае, все наши стремления, вся наша, так скажем, работа, которая направлена и на финансовую грамотность, и на открытость бюджетных данных, вот она наглядно оценена. Она оценена независимыми экспертами, вот лидер финансовой грамотности по итогам 2017 года, это непосредственно независимая компания НАФИ проводила так скажем, оценку, и Республика Коми стала одним из 5 регионов лидеров по финансовой грамотности. И по уровню открытости бюджетных данных там тоже очень сложная методика, она постоянно меняется, но вот как бы мы потихонечку стараемся подняться в этом вопросе и раскрыть по возможности все данные. Ссылка на всякий случай на портал, да, финансовой грамотности, региональный центр повышения финансовой грамотности ВКонтакте. Мы проговорили с вами о том, что хорошие площадки по финансовому форуму для общения с коллегами, да, по этому поводу, как в качестве эксперта получить какие-то дополнительные знания. Кстати, забегая вперед, на очередной форум, который состоится в следующем году, мы хотим пригласить таких очень интересных людей, поэтому приглашаю вас заранее, несмотря на то, что вот у нас буквально только второй закончился, приглашаю вас на третий. Финансовый семейный фестиваль проводился у нас при поддержке Национального центра финансовой грамотности Минфина России. На следующий год, к сожалению, они сказали, нам поддержку уже не окажут, ну, потому что они как завлекают регионы в эту систему, в эту схему, но в связи с тем, что отклики о проведении этого мероприятия очень положительны, как от детей, так и от родителей, решили, что на следующий год мы такое мероприятие проведем снова. Мы учтем все нюансы, которые возникли негативно, так скажем, да, в рамках этого, весь положительный опыт, который мы посмотрели в других регионах, в Москве побывали. Я думаю, что в следующем году у нас этот фестиваль будет более масштабным, более интересным. Конкурсы предлагаю все-таки участвовать, интересные. Различные интерактивные мероприятия и лекции при содействии регионального центра финансовой грамотности. Можете взаимодействовать, участвовать. Любые консультации, которые касаются бюджета. Понятно, что я специалист в определенной области, которые касаются деятельности Министерства финансов. Но если у вас будут возникать вопросы, я за какой-то период времени в любом случае найду ответ на ваш вопрос и всегда готова, значит, ответить. Ну и самое главное, как мы и говорили, да, важна активная жизненная позиция каждого. И как бонус, ну, в связи с тем, что уже 5 минут прошло, да, нашего времени отведенного, как бонус я вам еще такую информацию в слайды
выложила, потом презентацию возьмете, да, облигации федерального займа для физических лиц. Вы, наверное, тоже слышали и видели. К сожалению или к счастью, может быть, Республика Коми не выпускает облигационный займ. Нам пока не выгодно, нам как региону. Но вы можете привести эти займы, займы Российской Федерации, непосредственно те, которые Министерство финансов Российской Федерации выпускает. Условия улучшены. Вы здесь вот по ссылочкам можете пройтись, посмотреть. Надеюсь, они рабочие. Вот. Я даже не стала в PDF-файл делать, чтобы вы могли все это посмотреть. Так, ну и для, опять же, вашей работы, ну, взаимодействия с учащимися, вам информация, так скажем, свеженькая. Долг, дефицит и основные характеристики проекта бюджета. Вот, у меня, в принципе, все. Я очень рада, что состоялась моя первая с вами встреча. Вижу, что устали, ну, конец рабочего дня. Ну и вообще тема такая, наверное, не самая веселая. Да. Но в любом случае вас благодарю за участие. Я думаю, что это не последняя с нами встреча.